В Инте с размахом прошли «Библиосумерки-2025». Тема этого года – «Свои герои». Для гостей мероприятия, приуроченного к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, была подготовлена большая патриотическая программа с концертом, многочисленными мастер-классами, интерактивными площадками, экскурсиями, квестами и выставками. Также работала полевая кухня и проводился розыгрыш призов. В этом году всероссийская акция была посвящена тем, кто, не жалея себя, защищал нашу Родину. Тем, кто подвигом и трудом вписал свои имена в историю нашей страны. Библиосумерки в городе пользуются большой популярностью всегда. А сотрудники, естественно, заранее готовились. Начали еще в марте мы фактически разрабатывать сценарий, поэтому времени у нас было достаточно, чтобы хорошо подготовиться. В принципе, я думаю, видно и так, как народу очень нравится. То есть все пришедшие, посмотрите, с какой улыбкой. И все-таки год такой у нас, 80-летие Победы. Тематика соблюдена, и смотрите, даже дети как кашу уплетают, очень хорошо. Слава Богу, что много народу пришло. Я думаю, уже мы за 200 человек перевалили. Пришло письмо летучее в заснеженную ночь, что ждешь, что в крайнем случае согласна на медаль. Играй, играй, рассказывай, Тальяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума. Играй, играй, рассказывай, Тальяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума. Играй, играй, рассказывай, Тальяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума. В этом году у нас замечательная, знаменательная дата. Это 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. И еще год объявлен Годом защитника Отечества. И вся наша ночь, библиосумерки, они посвящены этой тематике. И здесь еще будет основная мысль – это свои герои. То есть все площадки нашей библиотеки в этом году раскроют свои, скажем так, и фонды, какие-то интересные викторины покажут, и какие-то творческие зарисовки, и все будет посвящено именно своим героям. Также и концертная программа тоже будет разнообразна, поскольку в отличие от, может, прошлых годов, очень активно у нас принимает участие детская школа искусства. И со своими патриотическими музыкальными композициями она, конечно, внесет ноту. Будет читать стихи Олег Бажутин. Стихи очень потрясающие Андрея Вознесенского. Что-то он еще интересное для нас подготовил, это для нас будет сюрпризом. Я думаю, что в этом году, конечно, акция более, скажем так, более масштабная, поскольку мы посвящаем ее самому главному празднику, самому светлому и самому замечательному – это Дню Победы. Во времена Великой Отечественной войны началось строительство первых интинских шахт, которые сыграли значительную роль в снабжении блокадного Ленинграда и северо-запада страны топливом. В трудные военные годы шахтеры города работали с невероятной самоотдачей. Их труд стал настоящим подвигом тыла. Только в блокадный Ленинград было направлено 22 эшелона угля сверхзапланированного объема. Этот уголь согревал замерзающий город и поддерживал работу жизненно важных предприятий. Особая страница в истории – это теплые связи между Ленинградом и Интой, которые зародились в годы войны. В январе 1945 года, после снятия блокады, ленинградцы пригласили представителей трудового коллектива Инты на торжественное мероприятие, приуроченное к годовщине прорыва вражеской осады. Спустя год, в 1946 году, делегация из Ленинграда нанесла ответный визит в приполярную Инту, когда горожанам был передан символический подарок – красное знамя Ленсовета, врученное коллективу шахты номер 1. Организаторы подготовили для детей и взрослых массу локаций, посвященных истории Великой Отечественной войны, биографиям военачальников, памятникам, литературе и вкладе многонационального народа СССР в Великую Победу.
позволив участникам акции проверить и углубить знания о самом трагическом и одновременно славном периоде в летописи страны. То, что мы прошли вместе с нашими читателями юными, меня поразило знание истории Великой Отечественной войны. Даже если были затруднения, родители помогают, библиотекари помогают. И когда находишь правильный ответ, ребенок всегда счастлив. И очень интересно, что есть вопросы о подвигах, потому что в наше время происходят новые подвиги, но подвиги героев Великой Отечественной войны надо знать всем. Библиосумерки – одно из главных культурных событий. Каждый год для участников готовятся познавательные выставки, мастер-классы, игры и экскурсии. Акция не имеет возрастных ограничений, поэтому тематические зоны составляются так, чтобы было интересно всем – и взрослым, и детям. Ложное донесение! Снаряды не терять. Спокойно. Ребята, спокойно! Ложное донесение! Упал, отжался не менее 3 раз! Давай, что? Упал, отжался? Да, отжимайся. Приседатель. Приседай 3 раза. Можно я это? Торжественный смотр, как войск называется? Сигмобой. За неверный ответ 3 приседания. Можно отжимание? Приседания. 3 раза. Да тихо! Да нельзя так делать. Нельзя. Можно донесение отжаться не менее 3 раз. Мы сотрудничаем со многими людьми, талантливыми нашего города. Хотелось бы, конечно, отметить, что в этом году пришла к нам и 28-я еврейская дивизия со своими волонтерами. То есть они не только своей группы, но еще и перевели волонтеров. Впервые на нашей сцене будет выступать трио «Молодая инта», которые уже выступали на площади очень замечательной песней. Также хотелось бы отметить и спортивный танцевальный клуб «Виват», который тоже танцует патриотические песни. Но если охватывать, будет очень много замечательных номеров, и поэтому надеемся, что праздник наш удастся. Здесь мы хотим представить командирский штаб, как он мог выглядеть. Вот вы можете видеть здесь печатная машинка, фотоаппарат, телефон, офицерский планшет, бюст Ленина, лампа, карта. То есть как мог выглядеть весь этот штаб. Не всегда мы воевали с Германией, да, когда-то в свое время мы и с ними сотрудничали довольно-таки часто. И хотим предоставить вам машинку германского производства, это 30-х годов. Видите, все буквы на них уже русские, потому что они сделаны были именно под нас. Также мы хотим вам предоставить, показать, как выглядят те фотоаппараты, с которыми репортеры все-таки, они были во Вторую мировую,
бегали также по фронту и все остальное, делал фотографии вот с таким фотоаппаратом. Также здесь показана модель полевого телефона, который подсоединяется, там внизу катушка стоит. Да, вот с такими телефонами наши связисты бегали по полям и соединяли штабы между собой. Графин именно тех времен. Также хотим предоставить вам, показать, как на тот момент выглядели продукты, именно лингвистские продукты, вот, какие именно этикетки были, вообще как это все выглядело, да, в чем отличие и вообще, ну, как бы в современном мире. Военно-исторический клуб «28-я Невельская дивизия» тесно сотрудничает со всеми учреждениями культуры. В этом году реконструкторы подготовили для акции несколько выставок. На одной из них молодые люди представили уникальные экспонаты оружия. Здесь мы показываем интимцам про оружие Великой Отечественной войны. Здесь представлено несколько экспонатов оружия тех времен. Вот, например, начнем с винтовки Мосина. Это оригинальная винтовка Мосина. Она 1943 года. Она покупалась лично за счет члена нашего клуба. Также представлен макет немецкого МП-40. Он как бы не настоящий, это лишь макет, но для представления, как он выглядел, то есть есть вот такой вот макет. Также макет легендарного ППШ, он тоже оригинальный, 1944 года. Он покупался еще в 2016 году, лично в коллекцию, но потом он перешел в клуб. Также для примера есть немецкая граната, по-немецки она называлась Штильхандгранат. Также немецкий штык-нож для немецкого карабина К-98. Вот как он выглядел. Правильно его вот так вот. Вешался в основном на ремни, при необходимости вытаскивался и надевался на винтовку. Также штык-нож для винтовки Мосина тоже носился на ремне, при необходимости доставался и надевался на винтовку, если в рукопашный бой идти. Также представлена у нас саперная лопатка 1916 года, здесь есть клеймо. Это оригинальная лопата, саперная лопатка, и она является достоянием республики, так как этой вещи больше 100 лет. Также есть наган 1936 года, тоже оригинальный, тоже покупался за счет члена нашего клуба. Также кобура для него предназначался для офицеров, для них был свой офицерский вариант, но также и был обычный для солдат, солдатский вариант. И также представлена советская каска СШ-40, самая массовая каска советского производства. Ее можно было встретить даже после Великой Отечественной войны в регулярных войсках Красной Армии. Мы стараемся сотрудничать практически со всеми, да, ЦНК, музеем, вот библиотекой, чаще всего ЦНК и библиотека. Я считаю, что совместная работа дает намного больше информации, намного больше вообще мы можем показать, что было в то время, да, и как это. Потому что все-таки библиотека занимается одним направлением, мы немножко другим. И когда это все совмещается, становится более полным, более как-то наглядно показным, да, и я считаю, что это очень даже замечательно. Да, с библиотекой сотрудничаем очень давно, тем более у нас одна из девушек, которая наша 28-я Невельская дивизия, она работает в библиотеке, и одно другое вытекает в любом случае. Пока живешь на белом свете, радуйся, а если очень горько, то поплачь. Никто не застрахован в жизни, кажется, от неприятностей и неудач. Пока на ясном небе всходит солнышко, пока в ручьях поет, звенит вода, ты эту радость жизни пей до донышка,
забудешь все, и горе, и беда, и горе, не беда, и горе, 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 не беда, пока душа, дар Божий, молода. Пока живешь на белом свете, радуйся и не считай, мой друг, свои года. И горе, 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 не беда, пока душа, дар Божий, молода. Пока живешь на белом свете, радуйся и не считай, мой друг, свои года. На 2 этажах библиотеки развернулись разные тематические площадки. Сотрудники учреждения культуры постарались, как всегда, сделать их максимально интересными и познавательными. На протяжении всего мероприятия работала полевая кухня. Библиотекари приготовили несколько видов солдатской каши и угощали всех желающих. Мы сегодня приготовили 4 каши. Это у нас пшено, рис, потом попозже будет перловка и гречка. Все это, конечно же, с небольшим количеством тушенки, с любовью. Интинцам очень нравится, они уже попробовали, распробовали. Вот у нас стоят в очереди, ждут, когда мы, как говорится, всех побалуем нашей кашей и нашим чайком. В библиотеке мне всегда очень сильно нравится, очень много всего, много, насыщенно. Я сама принимала участие, я выступала со своим отрывком из спектакля «Последние свидетели», хожу в театр «Спутник». Интинцы побывали на многочисленных выставках и целой серии мастер-классов с участием умельцев декоративно-прикладного творчества. Горожане своими руками мастерили поделки, расписывали пряники и деревянные спилы, а также писали письма солдатам, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Один из мастер-классов провел Интинский совет ветеранов. В рамках всероссийской акции члены общественной организации научили горожан делать сухие армейские души, которые будут отправлены бойцам на передовую. Мастер-классом пользоваться мы не ожидали даже. Мы взяли 60 заготовок. На данный момент у нас просто больше нет материала. Все принесли, и оказалось, что вот все заканчивается. Ребята, маленькие ребята отозвались так, просто мы не думали. Мы думали, что придут взрослые. А тут вот такие, вот, она уже не меньше 10 штук сделала, девочка. На 1-м этаже в юношеском абонементе посетители познакомились с героями Великой Отечественной войны, которые жили в Инте. Фотографии фронтовиков, жителей блокадного Ленинграда, ветеранов сотрудники разместили на аллее памяти. Также интинцы могли пройти дорогу мужества, ответив на ряд вопросов, отдохнуть в блиндаже, сделать несколько тематических фотографий в солдатской форме. Помощь в проведении масштабной программы оказали интинские волонтеры, учащиеся общеобразовательных организаций. В общем-то, программа не может быть развлекательной, она, скорее всего, познавательная, потому что она рассчитана не только на детей, но и на взрослых, и на юношество. В общем-то, год мужества, и поэтому было продумано все. Хотелось, чтобы семьей получилось
программа, с семьей именно. Самое интересное – это вот эта наша звезда «Дорогами мужества». Задание было совсем простое. Нужно было на этой звезде найти фамилии наших полководцев, найти города-герои и, конечно же, наши битвы. Цель была такая. Хотелось, чтобы хоть что-то запомнилось и детям, и вспомнили бы взрослые. Ну, а напротив, вы видите, что это зона отдыха, это почта, которая приносит радость. На фронте всегда это радость. Это блиндаж, в котором можно было посидеть, почитать письма, посмотреть карту боевых действий. И, конечно, фотозона. Шинель, баян. В общем-то, отдых есть отдых. Но самое ценное – это у нас аллея памяти. У нас есть карта, на которой помещены герои Советского Союза, наши солдаты, прошедшие войну. Есть герои Советского Союза Коми, это отдельная карта. Но еще есть портреты, фотографии наших интимцев, ветеранов. Со многими мы знакомы не понаслышке. Многие – это те, кто жил рядом, это те, кто дружил с библиотекой, приходили на встречу с читателями. И самое приятное в этом году – то, что участвуют в этой программе наши волонтеры. Они работали у звезды, они работали в аллее памяти, рассказывая о наших ветеранах. И это самое ценное. Я всех поздравляю с этим праздником и думаю, что все получили удовольствие и, конечно же, что-то узнали для себя новое. Сотрудники библиотеки проделали огромную работу с архивными документами. Специалисты провели не один час и день в поисках ценной информации о наших земляках, которые в годы Великой Отечественной войны защищали Родину. Это работалось сложно, потому что найти отдельно фотографии наших ветеранов – это проблема. В основном общие. Очень много фотографий даже есть в нашем архиве, снятые в библиотеке, но опять же они общие. Приходилось делать чудеса. Из всех делать одного. Находилось кое-что в интернете, но в основном это была книга. Была книга воспоминаний, был указатель, который делали очень много лет назад, но в нем можно было взять несколько строк биографии и по этой биографии искать материал дальше. Ну вот, получилось то, что получилось. А еще хотелось, чтобы фотографии не были причесанными, чтобы они дышали тем временем, чтобы они были именно вот как военный вид имели. Но, к сожалению, конечно, не у всех одежда соответствовала тому времени, но, тем не менее, фотографии мы состарили. И поэтому, когда на них смотрят, всегда меня спрашивают, а фотографии военные? И мне приходится, опустив глаза, говорить, да, военные, потому что мы их такими сделали. И, конечно, наша гордость, что здесь помещены те люди, которые посещали библиотеку, разговаривали с детьми, и до сих пор встречаются, это Валерия Терентьевна Щербань. И, конечно, самая большая гордость – это мой папа, который прошел с первого до последнего дня войны в разведке. И когда он был товарищами отправлен на парад Победы, они попросили его поздравить женщин именно после парада подарками. Целый рюкзак женских часов. Трофейные, наши, но тем не менее, невзирая на дождь, невзирая на плохую погоду, как он рассказывал, с радостью раздавал эти часы и благодарил от разведчиков всех, кто был вокруг него. Но
слукавил. Одни часики, звездочку, принес домой с войны и подарил их маме. Они живы до сих пор. Я работаю волонтером, честно скажу, наверное, с 8 лет. Каждую библионочь я здесь работаю, каждую ночь помогаю. Вот. Очень, если честно, рад этому, потому что я вообще свою библиотеку люблю, потому что я здесь, считайте, вырос. У меня отец сюда водил. Вот. Ну, как-то так. Очень люблю эту библиотеку, и работать мне здесь тоже, да, нравится, так, волонтерством. Интересно, особенно тематика войны. У меня бабушка, скажем так, да, привила любовь к Великой Отечественной войне, да. Очень люблю во всем этом разбираться, всегда было интересно. Вместе с папой залипал на канале «Победа», старенький такой канал, думаю, знаете. Вот. А про дедушку что я могу рассказать? Ну, все, что я знаю, что он был разведчиком, ефрейтором. Вот. И то, что он участвовал в Параде Победы в 1945 году. А также я знаю одну очень интересную историю, когда он нашел человека, то есть он был на фронте, да, и когда он уходил обратно на базу, да, то есть после того, как все разведал там, увидел мужчину без сознания. На нем ни жетона, ничего, никаких, ну, то есть не поймешь, кто это. И он отнес его на плечах на базу и сказал, что его зовут Степаненко Дмитрий Федорович, то есть сказал своим именем. И получилось так, что они здесь же в Инте после войны встретились, и получается, они стояли вроде в приемной комиссии в администрации где-то, ну, мне так, по крайней мере, бабушка рассказывала, это было давно, я уже особо все так плохо помню, отдаленно. Вот, и он назвал свое имя, фамилию, отчество, мужчина вот так вот к нему подходит, за плечо так вот поворачивает, говорит: «Это ты мой спаситель?» Ну и так получилось, что они там как-то пообщались, да, разобщались, и так вот общались до конца, да, скажем так, жизни. Тематические площадки с интеллектуальными играми развернулись во всех залах библиотеки. Большой интерес среди взрослых вызвала интерактивная экскурсия «Звуки войны и победы». С точки зрения физики, звук – это механические колебания молекул, которые передаются в пространстве. Мы же сегодня рассмотрим звук как нечто большее, чем просто физическое явление, как способ сохранения памяти, истории, культуры. Каждая эпоха звучит по-разному. Страх, боль, горе, надежда, любовь, счастье звучат по-своему. Мы совершим с вами краткое путешествие из конца 1930-х годов до окончания Великой Отечественной войны. На протяжении этого экскурса нас будут сопровождать звуки, а вместе с ними различные эмоции. Пожалуйста, настройтесь слышать. Попробуйте почувствовать, сколько человеческих судеб и историй скрывается за каждым звуком. Вы можете закрыть глаза для более полного погружения в атмосферу. Здесь ничего не будет происходить. Как в определенный момент я попрошу вас посмотреть на экран, но до этого времени вы можете себе позволить просто сконцентрироваться на звуках. В середине 30-х годов на улицах Москвы жизнь кипит. Здесь можно встретить конные повозки, трамваи, троллейбусы. В это же время зарождается советский автопром. А в 1935 году происходит событие просто невероятного масштаба. 15 мая для пассажиров открыта первая линия метро «Сокольническая», длиной 11 километров. На ней можно доехать от Сокольников до парка культуры. В 1938 году в колонном зале Дома Союза впервые прозвучала песня композитора Матвея Глантера и поэта Михаила Исаковского. Вместе с оркестром ее исполнила Валентина Батищева, джазовая певица. Расцветали яблони кружи, поплыви туманы над рекой. Цикл водами Катюша на высокой набережной. Цикл водами Катюша на высокой набережной. Совсем скоро эта песня обретет новый смысл, который сплотит всю страну. А пока это песня о любви. В этом же году начинается новая, третья пятилетка под лозунгом «Догнать и перегнать по уровню производства продукции на душу населения развитые капиталистические страны». Все усилия Советского Союза направлены на развитие оборонной промышленности. И этому есть причина. Фашистская Германия уже начала завоевание Европы, и внешнеполитическая обстановка становится все более тревожной. Таким СССР встретил июнь 1941 года.
в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города. В полдень 22 июня 1941 года каждый житель Советского Союза услышал эти слова. Считается, что в начале войны объявил легендарный диктор Юрий Левитан, но на самом деле первым с обращением к советскому народу выступил нарком иностранных дел Вячеслав Молотов, а уже несколько часов спустя страшную новость повторит Левитан. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Несколько интинцев приняли участие в патриотическом квизе, посвященном истории Великой Отечественной войны. Игра проходила в формате 4 раундов по 5 вопросов в каждом, где командам давалось не более 1 минуты на обдумывание ответа. Горожанам предстояло продемонстрировать знания о важном периоде истории страны, эрудицию и командный дух. Сегодня в Центральной библиотеке в рамках всероссийской акции «Библиосумерки-2025» проходит интеллектуальная викторина под названием «Фронт культуры», посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Квиз стал особенным событием не только в рамках акции, но и в череде игр цикла «Город играет», которые уже стали доброй традицией в нашей библиотеке. Каждый месяц жители города с удовольствием собираются на интеллектуальные игры, и мы рады, что интерес только возрастает. Нам приятно, что участники отмечают и ценят наши квизы как сложные, но по-настоящему увлекательные и познавательные. Сегодняшняя игра прошла в мини-формате, это всего 45 минут, 4 тематических раунда по 5 вопросов. Все они посвящены искусству Великой Отечественной войны. Участники проверили свои знания в области кино, изобразительного искусства, театра и литературы. Какая картина Аркадия Пластова, ставшая трагичной притчей о случайной нелепой гибели безвинного мальчишки-пастуха, была показана на Тегеранской конференции 1943 года и произвела глубокое впечатление на мировых лидеров, став символом боли и стойкости советского народа. В этом произведении художник скупым осенним пейзажем и тусклым колоритом передал трагедию вторжения войны в мирную деревенскую жизнь, где даже отчаянный плач пса стал голосом народного горя. Время пошло. Как всегда, вопросы оказались достаточно сложными. Участники игры давали правильные ответы далеко не на все. Каждый раунд требовал глубоких знаний и быстрой реакции. Во время Великой Отечественной войны советские артисты активно поддерживали боевой дух солдат, выступая на фронте. Среди них был певец и руководитель джаз-оркестра, чьи выступления проходили даже под открытым небом, несмотря на сложные условия. Его концерты были настолько популярны, что сыграли аншлаги среди бойцов. Как звали этого артиста, чье творчество стало символом поддержки и надежды для многих солдат? Такой формат позволяет не только вспомнить важные культурные явления военного времени, но и узнать много нового. Мы с особым интересом подходим к подготовке каждого квиза, изучаем источники, ищем редкие факты, чтобы расширять кругозор наших участников и делать каждый квиз и каждый раунд по-настоящему интересным. Сегодняшний квиз станет финальным в игровом сезоне, и он решающий для команд. На данный момент в лидерах команда с красивым названием «Морошки в сережках». И если сегодня они займут первое место, то они станут чемпионами сезона. В этот раз команде «Морошки в сережках» не удалось занять первое место. По итогам напряженной борьбы победителями стали команды «Победа» и «Почему бы и да», набравшие одинаковое количество баллов. Ежегодно акция «Библиосумерки» становится интересным и запоминающимся событием. И в этот раз социокультурная акция, приуроченная к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, не стала исключением.
Мероприятие позволило в очередной раз задуматься, прикоснуться к истории, почувствовать гордость за свою страну, объединить поколения и напомнить всем о важности сохранения памяти о героях великой страны. Ни один из интинцев не пожалел, что принял участие в познавательных и патриотических мероприятиях. Жители Приполярья благодарят сотрудников библиотеки и всех, кто был задействован в организации акции, за прекрасный вечер.